Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, алхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Судный день, и мы с вами продолжаем разбирать вопрос аль-хисаб, валь-джаза, расчет и воздаяние. И мы с вами открыли тему, о чем будут спрошены люди в судный день. Всевышний, мы с вами говорили, что сначала Он спросит о своих делах, то есть дал ли я тебе это, одарил я тебя этим. И когда человек все это подтвердит, а он это не может отрицать, Аллах начинает спрашивать, как он благодарил за все это, как он поклонялся Всевышнему. И Всевышний будет спрашивать нас о всех наших наслаждениях, о всех наших благах, в которых мы пребывали. И сура Такафур, Всевышний говорит, в тот день «Латус алюнна», то есть вы непременно будете спрошены анин наим, о всех благах, о всех наслаждениях, в которых вы пребывали. И под словом благо, которое дает нам пользу, которое дает нам наслаждение, подразумевается та еда, которую мы получали и получаем от Всевышнего. Туда входит даже чистая вода, дом, жилище, где ты живешь, твое здоровье, твоя красота, благополучие, твой сон здоровый. Если Аллах одарил тебя сном, то в судный день Он спросит об этом. И Саид ибн Джубейр сказал, даже глоток меда, то есть человек, который получил от Всевышнего вот этот мед, глоток меда, он будет спрошен за это. И имам Муджахид сказал, все, то есть люди будут спрошены о всех ни'ма, то есть о всех наслаждениях этого мира. Хасан Басри сказал, в этом аяте речь идет о всех наслаждениях, и к наслаждениям ни'ам, то есть к благам этого мира относится твой обед и ужин. Абу Киляба сказал, к наслаждениям относится употребление в пищу масла, меда с хлебом. Также Ибн Аббас сказал, наслаждение – это здоровье твоего тела, здоровье твоего слуха и зрения. Вот поэтому много разъяснений, и даже ученые говорят, что есть еда, которая может, даже что касается еды, то, что тебя может спасти просто от голода, это одно. А когда есть еда, которой ты наслаждаешься, это уже другая категория. Хотя это не запрещается. Так ведь? Мы не говорим, что это все харам. И не говорим, что от всего этого надо отказаться. Потому что когда во время табигинов, по-моему, когда пришел ученый и собрал студентов, к этому ученому подошел человек и сказал, вот мой сосед, он боится кушать фалюдач. Фалюдач у арабов есть такое блюдо, сладкое блюдо, вкусное. Да? Как десерт, скажем, да? Вот подходит к ученому человек и говорит, мой сосед отказывается кушать десерт. Не потому, что они дорогие в кафешках, да? И он спрашивает, почему? И тот отвечает, он говорит, что я, получая этот вкусный десерт, не могу вернуть Аллаху благодарностью. То есть он слишком дорогое благо от Аллаха, чтобы я смог вернуть ее, поэтому я лучше не буду кушать. На что этот ученый сказал, твой сосед ахмак. Он говорит, просто глупец. Разве он может вернуть Аллаху цену глотка воды? То есть просто чистая вода. Разве мы можем оплатить Аллаху за эту воду? Потому что тот счет, который нам предъявляют, за литр воды или за бутыль воды, так ведь это не цена воды, это цена того труда, который туда внесли, и может быть там есть и чья-то прибыль, но ни в коем случае это не цена воды.
И это не цена хлеба. На самом деле хлеб, который Аллах нам дает, он намного больше. Мы не знаем, вот кто может оценить цену там глотка воздуха или там то, что целый год твои глаза видели. Это все только Аллах знает. Поэтому Аллах вот об этом и спросит. И ученые говорят, что вот эти дары Аллаха, вот эти наслаждения, они различаются в зависимости от даже страны, где ты живешь. Например, вот иногда братья подходят, вот, хазрат, я там хочу закат давать, да, найдите мне такую семью, чтобы были мусульманами, так желательно, чтобы вдовой была, чтобы дети были сиротами, чтобы они были там, не знаю, там нагие, там им нечего есть, нечего одевать, они вот сейчас умирают, и этот брат появляется в жизни, и бисмилля там дает, и все спасает. Ну, альхамдулилля, мы не в Африке живем. Альхамдулилля, мы живем в довольно-таки богатой стране. Да, может быть, у нас проблемы с баракатом, да, но и с земными недрами, и подземными, и с климатами, с природой у нас все в порядке, альхамдулилля. Поэтому не дай Аллах, чтобы среди нас были такие вдовы, сироты, которые умирали с голода, да. Хотя, может быть, в каких-то регионах той же нашей страны, она же огромная, но не дай Аллах, что это мусульмане, конечно, да, может быть, какие-то люди есть, голодают. Но, понимаете, даже вот эта нуждаемость, категория нуждающихся, фикх не прописывает конкретно. Вот сколько должно быть прожиточного минимума у нуждающегося, чтобы ему закат давать? Нет, это каждая страна, каждый регион, каждый город решает по-своему. Потому что они различаются. И вот эти ни'ам, про которые Аллах говорит, что вы будете спрошены про эти дары, вот эти наслаждения, они различаются. Может быть, где-то в Казани, например, человек, который на самом деле нуждается, он живет лучше, чем самый богатый человек в каком-нибудь африканском селении. Может быть такое? Конечно, может быть. Может быть, кто-то, который живет хуже нуждающегося в Казани, в африканском селении, он, может быть, там другим раздает, другим помогает. Поэтому это все различается. Это все даже в зависимости от времени, в каком ты живешь. Возьмите наше положение там 100 лет назад. Какое было? 20-е годы, когда люди своих детей кушали. Но это же страшный голод был. Это был страшный голод. И поэтому это были страшные времена. И может быть в те времена человек, который спокойно ел досыта хлеб, а сосед его умирал, может быть, будет отвечать больше, чем сегодня человек, который там икру мажет на хлеб и кушает. Поэтому Аллах милостивый, Аллах справедливый. Каждое время, каждая эпоха имеет свой уровень наслаждений. Поэтому и мы должны понимать, что Всевышний спросит даже о той воде, которую мы пьем. Потому что вода это очень ценная нирма. Просто в России, альхамдулилля, воды очень много. В России очень много воды. Почему пророк саллаллаху алейхи, когда спросили у него, пришел человек и спросил, лучшая садака какая? Он сказал, это вода. Потому что у людей была проблема с водой. Почему Осман ибн Гаффан, когда стал халифом, он сразу начал решать вопросы с водой? Почему пророк саллаллаху алейхи, когда пришел в Медину, сразу начал решать вопрос с водой? Потому что вода это была большая проблема. Дефицит воды, питьевой воды особенно, был огромен. И люди за бешеные деньги покупали воду своим семьям. Именно питьевая вода. Особенно в Медине была проблема. И поэтому Осман ибн Гаффан выкупил Рум, вот этот прекрасный колодец Рум, и подарил, сделал как вакф, чтобы на всеобщее пользование. Поэтому Абу Хурайра, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вот первое, о чем спросят раба Всевышнего в судный день, из всех испытанных им наслаждений, вот эти ни'мы, да,
ему будет сказано: разве мы не сделали здоровым тело твое? О чем спросит первое? Аллах спросит: я тебе здоровье дал? Вот это первое. И второе: разве мы не поили тебя прохладной водой? Вот когда перейдут к тем благам, то есть таухид, единобожие, куфр, все, завершили, дальше идем. Аллах начинает спрашивать про блага. И вот самое первое, Аллах спросит: я дал тебе здоровье, и я дал тебе чистую прохладную воду. Вот это то, о чем мы будем спрошены в судный день. Ну, продолжим, иншаллах. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.